Мы внимательно отслеживаем ситуацию у наших восточных соседей. Нам известно, что на Грузию также оказывается давление со стороны Соединенных Штатов Америки и ряда западных стран. Также есть определенные высказывания и обращения со стороны украинских политиков. В данном случае мы прекрасно понимаем, что, говоря о Втором фронте, речь прежде всего идет об Абхазии и о Южной Осетии. На сегодняшний день мы можем сказать, что данная информация не подтверждается, хотя в новостях из Грузии, в социальных сетях еще в середине сентября речь шла в том числе и о референдуме по данному вопросу. На наш взгляд, это было больше политическое заявление, нежели нечто, имеющее отношение к реальной действительности. С другой стороны, политическая ситуация в Грузии часто бывает нестабильной, и мы не знаем, в какой момент может смениться повестка. И с новой силой актуализируются абхазские и юго-осетинские вопросы. Тем более мы знаем, что не подписано соглашение о неприменении силы по сей день, что Грузия постоянно продолжает политику милитаризации, что проводятся учения вместе с представителями НАТО, да, и многое-многое другое. Грузия постоянно наращивает свой военный потенциал. И вопрос обороноспособности и наличия угроз должен быть актуален для нас всегда.